Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гость, поэт Ольга Урбан. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть. В самом начале весны вы приходили в нашу студию и презентовали свой сборник «Я люблю», куда вошло много стихотворений ваших. И уже есть еще большое количество стихотворений, и хочется издать еще один сборник, и пусть это получится. Кстати, если есть неравнодушные люди к вашему творчеству, мы их приглашаем всех, да, чтобы они свое внимание направили в нужное русло. И пусть найдется спонсор, тот человек, который поможет вашим стихам выйти в свет еще одним сборником. И за это время ваших статусов прибавилось. Вы стали чемпионом в чемпионате чтения стихов «Открой рот». Вы заняли там первое место, я вас поздравляю. Спасибо и также огромное. Вы стали победителем в конкурсе чтения стихов о специальной военной операции. Пусть победа и дальше вам сопутствует. Благодарю, большое спасибо. И сегодня наш эфир тоже приурочен ко Дню Победы. 80 лет со дня Великой Победы. И сегодня мы будем говорить на тему памяти о тех людях, которые прошли все невзгоды и лишения этих огненных лет. И сегодня вы готовы поделиться семейной историей, и звучит она очень трогательно. Дочь возвращает светлую память имени своему отцу, имени своего отца. Вы реабилитировали своего отца уже через много лет после войны. Мы сегодня решили нашу первую часть, да, программы сделать таким образом, что это будет больше ваш монолог. Я не буду особо вам мешать, чтобы вы успели все рассказать. Поэтому я хочу передать вам слово, и, пожалуйста, расскажите об этой истории. Я вместе со всеми слушателями и телезрителями буду внимать. Так, добрый вечер, телезрители. Добрый день, скорее всего. Сегодня я хочу рассказать о военной, очень страшной, тяжелой судьбе, о военной и послевоенной моего отца, Прудиус Афанасия Федоровича. У моего папы была тайна, но эту тайну я узнала только после его смерти, и то не сразу, а после смерти мамы через 18 лет. Поведала мне эту тайну моя мамина сестра, моя тетя Инна, которая сказала: «Оля, сейчас, когда нет твоих родителей, я считаю, что ты должна знать тайну своего отца». Я так удивилась, что за тайна, какая тайна? Да, у твоего папы была тайна, он был врагом народа. Я опешила. Да, врагом народом потому, что во время войны он попал в немецкий плен. И наказанием за это получил ссылку в Якутию на спецпоселение. Я была в ужасе от этой информации, не знала, что делать, как быть, как реагировать, но мне хотелось узнать дальше подробности, что же было с ним. Я не знала, как это сделать, но тут наступает 2020 год, год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, и на сайте, в интернете появляется сайт «Бессмертный полк», в котором размещают рассекреченные архивные военные документы. Об этом сайте мне поведала моя племянница Марианна, дочь моего брата Владимира, которой я рассказала о том, о вновь открывшейся, о тайне, скажем так, о тайне моего отца и ее деда. И я рассказала об этом всем своим родственникам, но никто так сильно близко к сердцу эту информацию не принял, как она. И мы вдвоем с Мариной очень долго плакали, с Марианной. Простите, я ее называю Марина. Об этом сайте «Бессмертный полк» поведала мне Марианна, и я зашла туда, чтобы узнать, какая же информация имеется на моего отца. И вот что я там узнала. В 1939 году папа в возрасте 20 лет призывается в армию из Полтавской области, это Украина, где он проживал. Служит в Ленинградской области в 53-м полку войск НКВД.
в железнодорожных войсках. Они там занимаются охраной объектов на железной дороге. Наступает 1941 год, начинается война Советского Союза с фашистской Германией, и папа, будучи находясь в армии, не дослужив своего срока, остается в этом же полку воевать на войне. Но воевать ему пришлось недолго, всего 3 месяца, с июня по август. И последняя запись, которая была на сайте «Бессмертный полк», что 22 августа 1941 года Прудиус Афанасий Федорович был пленен, будучи в окружении, пленен немецкими войсками. И тут я поняла, что информация, которую мне поведала моя тетя Инна, она подтвердилась. Неужели же папа, побывав в плену, стал врагом народа? У меня это не укладывалось в голове, я не понимала, как же так, неужели это правда? Но это была правда. И я со слезами на глазах написала о папе стихотворение о том, вот об вновь открывшихся обстоятельствах, о папиной тайне. Но я хочу здесь еще что сказать, что я вот уже эти события в голове переварив у себя, я понимаю, вспоминаю жизнь с отцом, и вот эти, когда бывали Дни Победы, праздники, я вспоминаю, что его никто не поздравлял, кроме нашей семьи. Как так? А теперь я понимаю, он, видимо, и участником войны-то не являлся, тем более и ветераном войны. Но свое стихотворение я назвала «Мой папа фронтовик», потому что я считала, что папа не был никаким врагом народа, и он был участником войны. Хоть 3 месяца, да он провоевал, ведь 1 день на войне – это уже страшно, а тут целых 3 месяца. Сейчас я вам прочту свое стихотворение. Мой папочка любимый, ты так же, как и все, отдал свой долг отчизне, воюя на войне. Ты призван в армию тогда, когда был юным, неумелым, когда в Союзе началась война в далеком 41-м. Служил 3 месяца исправно, тебе был рад любой солдат. Был поваром ты, кошеваром, и накормить всех был ты рад. Однажды кошеварил ты на печке фронтовой, вдруг в небе мессершмитты промчались над тобой. Погибли все однополчане, вокруг тебя нет ни души, а ты в окопе раненый лежишь тише воды. Вдруг слышишь речь враждебную, она все ближе, громче. Направив на тебя оружие, враги пришли к окопу и окружили. Что же делать? Но на войне, как на войне, попал к врагу ты в плен. Как мало было лет тебе. Твое пленение ворога наш вождь нет, не простил. И объявил врагом народа, изгоем всей страны. Не верю я, что самый честный, чистый, порядочный, пристойный стал неугоден ты своей отчизне и гражданином недостойным. Солдатом был своей страны, и кровь пролил ты, обессилев. Так почему же не предостерегли тебя небесные все силы? По возвращении на родину ты сослан был на север. Все потому, что враг народа, и невозможно жить со всеми. Якутии служил ты честно, мыл в Бриндаките золото, женился, стал отцом семейства. Ах, как же ты был молод! Настал тот 53-й год, наш вождь лежит в могиле, и ты, отец, освобожден, амнистией помилован. Снято клеймо с тебя нежданно, свободен ты, вернись на родину. Ты не оставил край туманный, Якутия твоя вторая родина. О том, что был врагом народа, мы, твои дети, не узнали. Оберегал ты нас так долго, чтобы мы изгоями не стали.
Идеология в стране была такая, что если ты дитя врага народа, то сам такой же враг, все заклеймили бы позором. Мой папочка, я понимаю, как ты любил нас все-то я. Узнала я о твоей тайне лишь много-много лет спустя. Да, ты сберег нас, мудрый папа, и кланяюсь тебе я низко в пояс, что жили счастливо и мы, и мама, и ни о чем не беспокоились. А в каждый дня победы праздник тебя не поздравлял никто. Ты ветераном не считался, участником войны, фронтовиком. Ах, как же было тебе больно, что праздник тот не для тебя. Ты воевал, как все, достойно, на поле боя, в зареве огня. Родной мой папа, поздравляю сегодня с праздником тебя. Ты фронтовик, героем я тебя считаю, но не врагом народа. Я убеждена. Спасибо большое. Все-таки какая вот эта тема, да, болезненная, когда я вспомнила фильм, кажется, «Небо» назывался, когда человек бежал из плена, да, или был освобожден, и ему потом столько лет приходилось доказывать, что он оставался верен своей родине. И вот столько это сил, нервов отнимало и, конечно, бросало тень на семью. А отец ваш, получается, вас от этого уберег? Он нас от этого берег, поэтому он и тут все держал в тайне, потому что он не хотел, чтобы мы, дети, стали изгоями, чтобы для нас были закрыты все пути и дороги. Мы не смогли бы стать ни пионерами, ни комсомольцами, ни тем более партия. В вуз не могли бы поступить и устроиться на нормальную работу. Нас бы нигде не брали, для нас пути были бы все закрыты. Вот поэтому наш мудрый папа нас сберег. И только через 70 лет вам удалось вернуть ему его светлое имя. 70 лет. Ну, больше. 75. Больше. Вот 75 лет Победы бессмертный полк вышел. И вы сегодня оттуда мы узнали такую пачку документов, которые вам пришлось да, столько инстанций сейчас обойти. Я все вам расскажу дальше. Значит, вот эта информация мне не давала покоя. Что же делать, что дальше? Мы с Мариночкой вместе плакали. Я все про мою племянницу, потому что мы с ней вдвоем тандемом работали. Мы вместе плакали, вместе переживали, и вместе у нас было огромное желание узнать, что же было дальше с нашим папой и дедом. И Марина мне предлагает: тетя Оля, надо обратиться в Якутский архив, республиканский архив, который находился в городе Якутске, и запросить сведения на деда, почему, по какой причине он, когда прибыл в Якутск. Давайте начнем с этого, там ниточка потянется. Что я и сделала, там получила отрицательный ответ: сведениями не располагаем. Тогда они мне посоветовали обратиться в наш якутский УФСБ, УФСБ России по Республике Саха-Якутия. Я написала туда запрос, опять же, с просьбой о репрессированном отце Прудиуса Афанасия Федоровича, какая есть информация. Они пишут, мне ответ дают, что никакой информации тоже не располагают, но мой запрос, вот это письмо, они перенаправляют в информационный центр МВД по Республике Саха-Якутия, который здесь же у нас в Якутске расположен, и я туда пошла. Прихожу туда, меня уже встречают, потому что получили этот запрос и знали, что я приду. И как мне повезло, мне сказали, что у них в архиве имеется архивное дело на спецпоселенца Прудиуса Афанасия Федоровича. Вы представляете, как мне повезло? Уже какая-то информация. И они мне это архивное дело читать не дают, все секретно. И они мне оттуда из архивного дела дают архивную справку из этого архивного дела, то есть на сведения, которые они имели на тот момент. Вот так она выглядит, эта архивная справка. И сейчас я вам вкратце расскажу, что в этой архивной справке написано было. Ну, значит, ту информацию, которая была, которую я узнала из бессмертного полка, здесь я вам рассказывать не буду, здесь все об этом есть. Начну с того, как папа попал в немецкий плен. Будучи в немецком плену, немецкие части вывозят его
в лагерь для военнопленных в городе Полоцк. Это он на территории Белоруссии. В тот момент эта территория была оккупирована немцами, и там был расположен немецкий лагерь для военнопленных. Помещают его туда, и он там находится в течение 2 лет, с 41 по 43 год. В 43 году немецкие войска уходят с территории России и забирают с собой военнопленных в район Восточной Пруссии, в Германию. И там создают вот этот лагерь для военнопленных. И там папа у меня находится в течение тоже 2 лет, с 43 по 45 год. Наступает 45 год, апрель месяц. Наша Красная Армия очень активно наступает уже на территории Восточной Пруссии, Германии. И немцы стали драпать, бежать оттуда, с той территории, где находились. И они уходят восточнее, в район Калининграда. Это наш российский город Калининград. Раньше он был немецким городом Кёнигсберг. И там рядом с Кёнигсбергом находится порт Пилау. Они туда прибыли для того, чтобы на военном судне уплыть от натиска Красной Армии. Конечно, военнопленных с собой никто не собирался забирать. Они драпали, что называется, бежали от частей Красной Армии. Но не успели убежать, Красная Армия их настигла и освободила всех военнопленных. В том лагере находилось 900 военнопленных советских. Да, Красная Армия военнопленных располагает в подмосковный лагерь ПФЛ, проверочно-фильтрационный лагерь, где всех военнопленных допрашивают о их военной судьбе, как они попали в военный плен, почему, при каких обстоятельствах. Все это там у них допрашивается, и там же им, каждому военному пленному, дают вердикт. Какое-то каждый из них получил индивидуальное наказание. Но почти всех, значит, наказание получили спецпоселением в разные места. Папа получил наказание спецпоселением в Якутскую АССР сроком на 6 лет. И в 1946 году он прибывает в Якутск, живет в Якутии, именно конкретно в городе Якутске, с 1946 по 1948 год. Живет нормально, работает. Ну, единственное, что без документов, у него нет ни паспорта, ни военного билета. Ну, может, какая-то справка имелась, но так как он спецпоселенец, документов им не полагалось. Так вот, в 1948 году он женится на маме здесь, в Якутске. И в этом же 1948 году вступает в силу приказ Сталина о том, чтобы всех бывших военнопленных использовать на тяжелых работах. А я еще забыла упомянуть, что там, когда вы носили ему наказание, вы спросите, почему его, бывшего в лагере в немецком, для военнопленных, почему его не наказали расстрелом, ну и остальных также, расстрелом или сроком в тюрьме. Да потому, что Сталин смягчил им наказание в честь того, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Он сделал снисхождение для всех военнопленных. Даже и не думала ничего такого спрашивать. Я просто сижу и удивляюсь, как много информации вы раздобыли и запомнили. Я это все знаю наизусть. Ночью меня разбуди, я все расскажу. Все это время, это все во мне. Это же столько сил, столько нервов. Да, столько нервов, столько энергии моей ушло. Я тоже уже не молодая, мне это тоже тяжело давалось. Я все это со слезами на глазах воспринимала. Вы слушайте, что дальше будет. У нас остается 30 секунд до конца первого блока, и мы уже будем продолжать во втором блоке. Но, конечно же, да, и продолжайте. Какую-то, может быть, закончим. И вот я да? вот этот момент хотя бы закончу, что почему ему еще сохранили жизнь вот этим военным пленных, потому что Сталин хотел их использовать как рабочую силу для восстановления разрухи после войны.
Поэтому он остался жив. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжим буквально через короткие 4 минуты. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии сегодня поэт Ольга Урбан. Также Ольга является чемпионом чемпионата чтения стихов «Открой рот» и победителем конкурса чтения стихов о специальной военной операции. Сегодня наш эфир посвящен Великой Победе, 80-летию со Дня Победы. И мы говорим о тех людях, которые претерпели все невзгоды и лишения этой страшной войны. И я подумала, может быть, сегодня мы посвятим наш эфир и, конечно же, во-первых, вашему отцу и возвращению его имени. Реабилитировали вы его через 70 лет, и, может быть, всем тем, кто был в военном плену в те годы и кому пришлось потом доказывать свою верность Родине. И мы продолжаем. В первом блоке вы рассказали о том, как начинался путь вашего отца, и мы закончили на моменте, когда ему уже вменяют тяжелые работы. И в 1948 году он едет вместе с мамой в Бриндакит, это золотоносные прииски на тяжелые работы. Я еще, извините, перебью, подумала, вот его сослали же в Сибирь, да, получается. Это такое наказание было. Но именно здесь он встретил свою судьбу, создал семью и дал вам жизнь, и вам, и вашей сестре. Это моя родина, да. Да, и вашему брату. Так вот, значит, там в Бриндаките, живя в тяжелых условиях, он вот этот срок, который 6 лет ему дал, он там отбыл полностью. То есть в 1952 году заканчивается срок его 6 лет, и он возвращается в Якутск. Но он не может выехать за пределы Якутии, хоть и срок уже у него закончен, потому что открылись новые обстоятельства, для меня очень тяжелые. Как мне сказала работница архива, оказывается, он по 270-му приказу Сталина был объявлен не врагом народа, а предателем Родины. Вы представляете, предателем Родины. Это еще страшнее, чем враг народа. Потому что, как мне сказала работница архива, предатели Родины реабилитации не подлежат никогда, ни сейчас, ни через 100 лет, вообще никогда. И вернуть ему честное имя будет невозможно. А я этому не верила. И вот в связи с тем, что ему дают уже вот это клеймо предателя Родины, ему дают еще 10 лет спецпоселения в Якутии. Он не выездной. Он также работает в Якутске, живет, семья, дети, нас уже 3 детей у него. Все нормально, но вот это клеймо у него было, об этом даже не знали его близкие родственницы, и даже мама не знала. Мама знала только, что он был враг народа, а оказывается, нет. Ведь хранить эту тайну, это тоже тяжело, как очень скрывать. Тяжело, всю жизнь с таким грузом жил. Тем более, зная, что это неправда. Но, значит, когда она мне сказала, что он предатель Родины, я всеми фибрами своей души не принимала это. Я со слезами на глазах написала другое стихотворение о папе «Судьбы нелегкое испытание», в котором рассказала все, что я узнала из архивной справки. И ваше творчество как будто бы после этого вам помогало, да, когда было вашим союзником. И после этого я говорю работнице архива, вот вы говорите, что невозможно реабилитировать предателя Родины, а я не верю в это. Я не верю, что отец мой, самый честный, самый лучший человек, самый добропорядочный, был предателем Родины. Поэтому я все-таки буду стараться, пытаться добиваться, чтобы его простили и реабилитировали. На что она мне ответила: ваше право. И даже мне дала, значит, адрес, куда можно написать запрос о реабилитации. Это Главное управление МВД Республики Российской Федерации, которое находится в Москве на Петровке 38. Я делаю туда запрос. Я пишу огромное письмо на 6 страницах, где я пишу все про отца, что знаю, и в конце приписываю, что хочу реабилитировать отца. И через 3 месяца я получаю положительный ответ. Вы представляете? До этого я делала 6 запросов в разные инстанции, начиная с запросов Красный Крест по поиску погибших и пропавших военнослужащих.
и в другие разные инстанции России. И везде мне был отрицательный ответ, что сведениями не располагает. И только там, из Петровки 38, я получила положительный ответ. И не просто положительный. Я получила справку о реабилитации отца. Представляете? Вот так она выглядит. Выходит, что предателя Родины можно реабилитировать. Я этому не верила. Я прихожу с этой справкой к работнице архива и показываю, я говорю, как же так? А она отвечает, значит, там, в Москве, разобрались в биографии вашего отца и поняли, что он против Красной Армии не служил и предателем Родины вовсе не был. Поэтому его и реабилитировали. Вы представляете? Я в 22 году реабилитировала отца согласно закону о реабилитации, хотя этот закон был выпущен еще в 91 году, когда тогда еще мама была жива, и могли бы все родственники, которые знали об отце тайну, ну, не такую немножко, они могли бы тогда уже его реабилитировать в 91 году. Но никто этого не сделал, только я с помощью моей Мариночки. Поэтому я Мариной очень благодарна, Марианне, что она очень помогала мне. Мы с ней работали в тандеме. Я добывала информацию здесь, в Якутске, делилась с ней, а она там, в Хабаровске, в интернете искала все вот эти приказы, уставы, указы, положения, которые применялись для военнопленных. И мы делали выводы. Дальше, значит, уже думали, продумывали всю информацию. Это сколько лет у вас заняло? Получается, 2 года. 2 года, 2 так года. это даже быстро. В 2020 году мы начали это делать, а в 2022 году реабилитировали тем числом, когда я написала письмо туда. Через 3 месяца от них получила ответ. И я хочу сказать, что я очень восхищаюсь своим отцом, что он, имея на душе такой груз, он ведь не сломался. Он ведь не спился, как многие делали в такой ситуации. Он был честным, порядочным человеком и не выдавал себя, не подавал никакого виду. Мы даже и не подозревали, живя рядом с ним, что у папы есть такая тайна. Поэтому я сегодня объявляю, что мой отец Прудиус Афанасий Федорович чист перед Родиной. Он не был ни врагом народа, ни предателем Родины. Он самый лучший человек, самый лучший папа, которого я любила и продолжаю любить, и не перестану любить никогда. Но вы папина дочка, конечно, вы похожи на него. Сегодня, когда вы читали стихотворение, которое посвятили вашему отцу, наши режиссеры показали фотографии из вашего семейного архива, которые вы предоставили сегодня для программы. Очень похожи. И вы были очень близки в общении с вашим отцом с самого детства. детства. Был самым близким человеком вообще по жизни. Человеком. Это удивительная такая отцовско-дочерняя любовь. Взаимная. Взаимная, да. И я вас с этим поздравляю. Спасибо большое. И вы, конечно, большая молодец, что вы такой долгий путь проделали. Это ведь сколько сил душевных, да, и физических сил, сколько внимания нужно, сколько нервов, да, сколько слез пролито, вы бы знали. Сколько энергии туда нужно направить и от всего другого оторваться и быть только в этой теме. И я главное, хочу еще сказать, что после того, когда я уже отца реабилитировала, я написала опять же стихотворение, уже вторую часть того стихотворения «Судьбы нелегкое испытание», где я ставлю точку. В этом деле поставлена точка. Сейчас я вам зачитаю. Жаль, что ваш отец, да, вот этого не увидел. Да, это было после его смерти. Да. В этом вопросе поставлена точка. И не должно быть, папа, по-другому. Я, твоя родная, любящая дочка, стерла с тебя огромное пятно позора. Может быть, поэтому говорят молчание золото, да, потому что вот этим молчанием он, получается, защищал вас. Да, он спас нас, скажем так. Да. А если бы мы стали изгоями, что бы с нами было, никто не знает. Время такое было очень сложное, очень тяжелое. Кругом враги народа были. Очень много таких было. Да, так оберегал так, надо же. Нас. Удивительная история. Большое вам спасибо, что вы поделились и рассказали сегодня о ней. У нас еще есть немного времени до конца нашей программы, и вы можете за это время поделиться своими стихами или рассказать о ваших планах на 9 мая. Наши режиссеры показали фотографии, что вы выходите и проходите вместе с бессмертным полком с фотографией вашего отца. Да, Будете и в этом году обязательно пойду, обязательно возьму портрет и одену ту футболку, где вы видели на фотографии моего сына, где на спине портрет отца.
Обязательно пойду. А сейчас я хочу поздравить всех с праздником, с наступающим 80-летием Победы и прочесть свое авторское стихотворение, посвященное этой дате. 80 лет Победе. 80 лет. Ужель так много прошло с тех пор, когда в Берлине флаг свободы взвился высоко в небеса, когда весна звенела громко, весь мир светился счастьем, когда советские девчонки из сундуков достали платья. Принарядились мамы тоже, готовясь встретить их отцов, и в их глазах светились слезы в салютном свете огоньков. То слезы радости и счастья, и ликования, что исход в войне, что наступил конец ненастью, мир долгожданный на земле. Победа, торжество и праздник, как долго мы стремились к ней. 4 года били мы заразу, фашизм искоренен был на земле. Мы не хотим, чтоб убивали наших отцов и сыновей. Хотим, чтоб жили они с нами в любви, в заботе о семье. Пусть мир шагает по планете и счастьем наполняет всех. Пусть миру радуются дети, и пусть звучит их звонкий смех. Ольга, спасибо большое. Слушаю вас и думаю, насколько щедра якутская земля и полнится она талантами. И я хочу предложить и вам, и нашим слушателям, и зрителям послушать и посмотреть видеоклип на песню. Стихи написала поэт Лариса Рубальская, а музыку написал Григорий Орджоникидзе, это внук Серго Орджоникидзе. И интересно. Исполнила эту песню Юлия Щербакова, это наша землячка, уроженка поселка Сангар, певица. И называется песня «Прощальный вальс». Я хочу попросить режиссера ее поставить, а мы после еще вернемся в студию и пожелаем нашим слушателям и зрителям всего хорошего. Еще раз поздравим с победой. Где-то послышался звук, тихая музыка ночи, с вальсом звучал наперебой серый холодный дождь. Стало понятно мне вдруг то, что сказать ты мне хочешь, чтоб защищать жизнь и любовь, ты на фронт идешь. Время летит, память хранит тех, кто в бою жизни сберег свою. Через года помним всегда тех, кто в бою жизнь не сберег свою. Замерли стрелки часов, я никогда не забуду все, что сказал мне за тебя взгляд твоих нежных глаз. Стало понятно без слов в грустную эту минуту, что разлучит нас навсегда этот прощальный вальс. Время летит, память хранит тех, кто в бою жизнь не сберег свою. Через года помним всегда тех, кто в бою жизнь не сберег свою.
жизнь не сберег свою. Через года помним всегда тех, кто в бою жизнь не сберег свою. Дорогие друзья, вы слушали «Прощальный вальс». Его исполнила Юлия Щербакова, наша землячка, уроженка поселка Сангар. Написал музыку к этому произведению Григорий Орджоникидзе, внук Серго Орджоникидзе, а стихи поэта Ларисы Рубальской. Я надеюсь, что всем очень понравилось это произведение. Очень да, мы в восторге. А в нашей студии Ольга Урбан, поэт, и у Ольги есть еще одно стихотворение для того, чтобы... Ну, не одно, у меня много, но У вас сегодня их много, прочту да. одну. Да, поместится еще одно для того, чтобы еще раз прикоснуться к теме памяти тех, кто отдал свои жизни, свои силы для того, чтобы победа случилась в Великой Отечественной войне. Да, стихотворение о бессмертном полку, как правильно сказать. А я уже сама все ударения Да. забыла. Такая тема трогательная. Называется «Наказ сынам». Несу портрет отца-фронтовика, участника войны кровопролитной, в рядах бессмертного полка, в толпе колонны многоликой. Здесь повсеместно фотографии отцов, что проливали кровь свою в боях, бесстрашных героических бойцов, погибших за Россию на полях. Глядят с портретов воины на нас, безмолвные, такие молодые, как бы давая сыновьям наказ: оберегайте родину, Россию, не отдавайте родину врагу, Россию грудью защищайте, ни США, ни Украине, никому не отдавайте даже пяди. Россия – это ведь наш дом, пшеничные поля, ржаные, заботливые мать с отцом, любимые и сердцу дорогие. Родные наши деды и отцы, сквозь годы слышим ваш наказ, и мы, российские сыны, не подведем на поле боя вас. Отважно драться будем в СВО и защищать Россиюшку свою. Не посягнет на родину никто. Нацизм мы уничтожим на корню. Успели. Спасибо вам большое. Я вас поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. Низкий поклон всем тем, кто воевал, и светлая память всем героям Великой Отечественной войны. Спасибо за внимание. Благодарю. Хорошего вечера всем. Благодарю всех.